Система «Инцидент-менеджмент» зарегистрировала 100-тысячное обращение жителей республики через социальные сети. Сообщение пришло от уфимца, который попросил очистить от снега улицы Армавирскую и Зайнаб-Биишевой. Из-за сугробов возле гимназии номер 158 постоянно возникали пробки, когда родители привозили или забирали своих детей из школы. Азат Садреев побывал на месте и лично убедился в том, как власти отреагировали на просьбу в социальных сетях. После обильных снегопадов улица Армавирская превратилась практически в однополосную дорогу. Из-за сугробов машины с трудом разъезжались друг с другом. Устав от пробок, один из автовладельцев написал о проблеме на странице Радия Хабирова в соцсетях. Уже после того, как вопрос решили, сотрудники рабочей группы узнали, что отработали юбилейное обращение. Отдел мониторинга нам только позвонил, подсказал, что вот мы сейчас зарегистрировали 100-тысячный инцидент, и вот он у нас попал в администрацию Кировского района. Вывезен снег 24 января, в этот же день получается. Потом 25 января также производилась дальнейшая очистка с перекрытием в ночь улицы Армавирской. В Башкортостане автоматизированную систему мониторинга запустили 15 октября 2018 года. В 2019-м пик обращений пришелся на конец лета, начало осени. В общей сложности за 3 месяца инцидент-менеджмент зарегистрировал тогда 26,5 тысяч жалоб. Что касается тематики обращений, то в первом полугодии лидировали вопросы, связанные с проблемами в системе здравоохранения. Сообщения граждан в соцсетях становились предметом обсуждения на совещаниях «Здравчас», которые проводил глава Башкортостана. Благодаря личному участию Радия Хабирова в медицине удалось улучшить ситуацию. И теперь тема здравоохранения занимает лишь 6-ю строчку, уступив пальму первенства дорогам и ЖКХ. Обработку 100-тысячного обращения отметили традиционным ударом в колокол. Это значит, что 100 тысячам жителям Республики Башкортостан, так или иначе, мы с помощью роботизированной системы инцидент-менеджмент, с помощью каждого из сотрудников, которые работают на местах, в министерствах, в районах, в городе Уфе, мы уделили внимание. После начала работы системы инцидент-менеджмент свои аккаунты в социальных сетях зарегистрировали чиновники и руководители муниципалитетов. Теперь житель даже самой отдаленной деревни республики может напрямую обратиться к главе администрации своего района и сообщить о проблеме. От того, насколько быстро и качественно она решится, зависит рейтинг территории. У нас по номинациям 4 лидера выявили. Именно по районам Уфы это Октябрьский район города Уфы. Среди сельских поселений это Иглинский район. Среди городов город Стерлитамак и районы с городом Благовещенский район. Муниципалитеты-победители стали обладателями денежных грантов. Эти средства они могут использовать для строительства детских площадок или благоустройства своих территорий. Ну а лидером среди всех зарегистрированных обращений ожидаемо стала башкирская столица. С начала работы системы в Уфе выявили почти 27 тысяч жалоб. На втором месте Стерлитамак, на третьем Салават. Сотрудники рабочей группы отмечают, что если такие вопросы, как очистку снега, можно решить в один клик, то другие, более сложные, системные проблемы требуют больше времени, а зачастую и личного вмешательства главы Башкортостана. Но в любом случае инцидент считается закрытым лишь в том случае, когда жителю будет дан положительный ответ в социальных сетях. Азат Садреев, Булат Закирьянов. Новости Уфа.